Это только со стороны кажется, что спортсмен, который выступает в роли пострадавшего, спокойно лежит на носилках и отдыхает. Один неверный шаг или движение соратников по команде и условные травмы могут стать настоящими. Страшно упасть. Вообще капец страшно. Но лежать удобно, только что-то здесь болит, значит лежать удобно. Наверное, самое сложное задание из всего маршрута – это транспортировка пострадавшего через глубокий овраг. Высота не маленькая, потому нужно надежно закрепить самодельные носилки и переправить на другую сторону. Сам пострадавший обездвижен, в случае что сам себе он помочь не сможет. Поэтому контроль со стороны судей максимальный. Судьи, которые сегодня работают на дистанции, достаточно квалифицированы. Они могут делать все для того, чтобы обеспечить безопасность детей. 20 минут на выполнение задания. Эта команда с ним не справилась, поэтому больной перебирается через овраг сам. Ну и за это, конечно, ребята получают штрафные баллы. А этим спортсменам из Сысольского района время, похоже, нипочем. Они все делают быстро, последовательно и надежно. В отличие от двух предыдущих команд, переправить пострадавшего им все-таки удалось. Причем с какой-то даже легкостью. Далее спортсменам надо перебраться через очередной овраг по этим бревнам, которые гнулись с неплохой амплитудой. Готовьтесь цеплять, Арина! А это задание уже на ловкость рук. Здесь ребятам на скорость необходимо развести огонь и приготовить на нем обед. Пониже сделайте лучше. Самая высокая температура где у огня? Наверху так. А это фавориты соревнований в младшей группе, собственно, как и в старшей, Сысольский район. В прошлом году они стали призерами российских соревнований. На этом турнире золото, судя по всему, возьмут тоже они. Хотя достойную конкуренцию им пока составляет сборная Карткироса. Евгений Ершов, Антон Ворожичев, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.